Сегодня увеличилось число желающих подписать контракт для службы в войсках беспилотных систем. Министерство обороны России предлагает обучение. Операции проходят вне зоны боевого соприкосновения, но и полагаются все выплаты и льготы. Об особенностях службы небесных охотников поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю своего сегодняшнего гостя. Это оператор БПЛА с позывным «Бай». Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, это одно из немногих интервью, когда гость студии закрывает лицо. Вот поначалу вы вроде бы согласились, да, что мы с вами в открытую пообщаемся, но потом изменили свое решение. Почему? Ну, безопасность прежде всего. То есть разведка противника работает. Мы беспокоимся не за себя, а за родственников. Потому что сами видите, что творится, всякое бывает. Расскажите, с чего начался ваш боевой путь, когда? Ну, мой боевой путь, скажем, даже не боевой, как началась мобилизация. У меня много знакомых, друзей, родственников попали в мобилизацию и ушли честно, как бы защищать родину. И тоже вот как бы хотелось им помочь, и я начал заниматься гуманитарной помощью. То есть с друзьями, со знакомыми объявляли сборы, собирали, сами ребятам отвозили. И вот в 24 году я уже по зову сердца сам решился тоже вступить в ряды защитников. Подписали контракт? Подписал контракт с Министерством обороны. Сразу попали в войска беспилотных систем? Нет, сразу попасть не получилось, но я изначально шел в этот, скажем, вид войск. Тогда еще вида войска не было, просто были БПЛА с воды. И я заранее отучился, месячный курс где-то тут в Валкино прошел, получил сертификат. И после 4 месяцев службы только-только вот получилось мне перевести во взвод БПЛА. Сложно было научиться? Может быть, у вас опыт был? Что-то новое, это всегда сложно. Тут обучаешься вроде бы как одному виду, а там как бы разные изделия приходят. Все это надо изучать, быстро, вникать быстро, потому что никто тебя не ждет, скажем, особенно враг. Поэтому приходилось саморазвиваться, скажем так, дальше. То есть дальше же постигать, скажем, азы. И получается же каждый раз, наверное, ну не каждый раз, но периодически приходит доработанное оборудование, да, и вот такие вот моменты. Ну, каждый раз, да, что-то обновляется, улучшается, но и ребята там тоже смекалистые, скажем так, есть, сами что-то там дорабатывают, доделывают, улучшают, перепрошивают, там, пересобирают. Сами, наверное, в просторах интернета видели разные там, вот наши бойцы делают БПЛА. В принципе, никто как бы этого не запрещает, это даже вот приветствуется. То есть солдат как бы интересуется, изучает, улучшает, то есть развивается дальше. Насколько я понимаю, БПЛА могут выполнять разные функции, где-то доставить пищу, да, бойцам, где-то врага уничтожить. Вот, соответственно, есть разные виды служб, условно назовем это так. Вот какие они? Ну, есть виды, именно когда речь идет о БПЛА, это самолеты, разведывательные, бывают маленькие, бывают большие, там, тактическо-разведывательные. Есть ударные. Есть еще, помимо этого, есть наземные дроны, которые там минируют, доставляют провизию, боекомплект, медицину. И бывает для эвакуационных групп, то есть эвакуируют. Разного вида достаточно. Насколько вот сложно вам научиться было, может быть, вы в каком-то одном направлении специализируетесь или в разных? Научиться... У меня просто техническое образование, в принципе, труда не составило. Но я все равно вот видел ребят, которые с гуманитарным образованием, которые разбираются не хуже меня. И даже, может, в некоторых местах лучше. В основном это молодежь, которым вот это все
скажем так, тема интересна. То есть они этим живут, скажем так, что-то придумывают, ну, не стоят на месте. Какими навыками нужно обладать вот для того, чтобы стать оператором БПЛА? Ну, во-первых, по здоровью, скажем, по физическому состоянию, это должен вестибулярный аппарат хорошо работать. Ну и аналитика, скажем, реакция, спокойствие, стрессоустойчивость. Сейчас Минобороны очень активно набирает бойцов для контрактников именно в подразделении войск беспилотной системы. Это вот новый приоритетный вид войск, можно сказать. Вот расскажите вы, какие будут преимущества у новобранца, который вот подпишет контракт? Ну, во-первых, скажем так, работать удаленно. То есть это понимание, БПЛА может там лететь, скажем, на расстоянии от 3 до 70, 80 и даже выше. То есть именно прям стрелкотни, вот такой в штурмах как бы не участвуешь. То есть удаленно смотришь на кому как удобно. Сейчас ребята работают в основном на монитор смотрят, бывает на FPV очках. И как бы управляешь удаленно, без провода, бывает вот по волокну. Вот, я думаю, вот это плюс, преимущество. Ну вот и вначале вы говорили о том, что вы сразу планировали, что пойдете служить именно вот, ну, тогда не было войск беспилотных систем, но давайте обозначим именно это направление. Сейчас есть какие-то, но не сразу попали вы в БПЛА, а сейчас есть вот гарантии, Минобороны именно гарантирует о том, что те, кто подпишет контракт для службы в войсках беспилотных систем, они и будут служить в войсках беспилотных систем. Ну, это новый вид войск, скажем так, относительно недавно у нас создался, наконец-то. Думаю, там как бы для всех места хватит. Это же вид войск, это подразумевается не только оператора, то есть и техники, и обеспечение, связи, и вот это все, которое основное. Прописаны и гибкие сроки. Я говорю о том, что контракт в первый раз можно заключить на 1 год минимум, а дальше уже вот военнослужащий сам решает, остается он или нет. Как думаете, правильно ли это решение, вот в данном случае именно? Ну, я думаю, это правильное решение. То есть человек год прослужит, ну, уже даже полгода прослужит, у него будет понимание, это для него, это его вообще или нет. Ну, может другой вид войск перевестись. Даже у меня вот знакомые есть ребята, которые вот пошли по мобилизации и уже вот решили, там, кто-то на офицера пошел учиться. То есть решили стать кадровыми военными. То есть, ну, это, скажем, у каждого индивидуально. А действует ли система выплат за эффективность? Есть она? Система выплат за эффективность, да, есть. То есть вот свои примеры, может быть, не вдаваясь в детали, можете рассказать или это? Нет. И мы уже с вами говорили о том, что в операторы БПЛА, да, или вообще войска беспилотных систем идут в основном молодые люди, у которых и в подспорье им будет именно техническое образование. Может быть, что еще нужно подтянуть для того, чтобы пройти отбор? Ну, я думаю, это не только БПС, а это всем лучше подтянуть тактическую медицину. То есть это первую помощь оказывать себе и своему, скажем, боевому товарищу. А остальное там потянется все. А правда, что особенно ценятся геймеры, IT-специалисты? Ну да, тут наклон такой, потому что больше с компьютером с такой техникой работаешь, и вот эта мелкая моторика, она должна быть, ну, скажем так, в совершенстве. Вот, мелкая моторика и вестибулярный аппарат. Бывает даже вот, у кого вестибулярный аппарат плохой, там, в очках летает, там, начинает там падать, шататься. А чтобы такого не было, вестибулярный аппарат должен быть хорошим. И
в войсках ВПС, по-моему, уже по возрасту ограничение до 35 лет. Но это именно оператором. Вот, ну, что знаю. Я вижу, что у вас есть награды. Может быть, расскажете о них? Ну, это самое первое, это когда я гуманитаркой занимался, это ребята с одного полка, это полковая такая даже, ну, неведомство или как там называется. Просто приятно сделали. Для меня это дорогая награда, это за содействие СВО. То есть они так вот сюрпризом дали, и я вот ношу их с удовольствием, с гордостью. А вторая это наша медаль Шаймуратова. Можно сказать, что сейчас операторы БПЛА, вот именно вот в современных условиях СВО, это те же снайперы, что Великую Отечественную войну. Вот тогда на снайперов, да, прям вот как-то было такое, согласитесь, между противоборствующими сторонами противостояние. Сейчас такое же оно. Но Ну только... да, есть. То есть мы знаем, какие там у противника, какие расчеты, кто такие, как, какое вооружение, скажем так, использует, какая у них тактика. Это все тоже изучаем. Ну, соответственно, думаю, они тоже изучают. И охота именно на расчеты, да, идет. Что мы охотимся, что они. Именно на расчеты ВПЛА. Что-то поменялось, может быть, в вашей жизни, в вашем именно мировосприятии после того, как вы подписали контракт? Ну, начну с того, что я срочную службу не служил. То есть для всех это было удивление, даже когда там пошел уже, а срочку не служил. Я говорю, ну, по семьям обстоятельствам, говорю, вот не служил, я сейчас, говорю, отдаю долг родине. Ну ничего, нормально. Что бы вы сказали тем нашим телезрителям, мужчинам, именно среди мужчин идет отбор, которые вот сомневаются, думают, подписать или нет контракт, пойти или нет в ВПЛА? Ну, я думаю, тут вопрос неправильно стоит, сомневаться, защищать свою родину-мать или нет. Вот и все. Спасибо огромное, что пришли Вам сегодня спасибо. к нам в студию, ответили на наши вопросы и вообще спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.